Рахмон заявил о 2 миллиардах людей в мире, не имеющих доступа к чистой воде, однако о своих согражданах не упомянул. Китай изменил требования по перелетам в эту страну из Таджикистана. Узбекистан снимает все ограничения по коронавирусу для прибывающих в страну. А сборная Таджикистана сегодня сыграет со сборной Мьянмы в рамках Кубка Азии. В настоящее время около 2 миллиардов человек в мире не имеют доступа к безопасным системам питьевого водоснабжения. Ежегодно около полумиллиона человек умирает от инфекционных заболеваний, связанных с водой. Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил на открытии второй международной конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». В связи с этим можно сказать, что процесс практической реализации поставленных целей и задач в направлении обеспечения доступа к питьевой воде и санитарии находится не на должном уровне, отметил он. В своем 20-минутном выступлении Эмомали Рахмон не упомянул о проблемах с питьевой водой в самом Таджикистане. Глава государства лишь отметил, что развивающиеся страны, к которым относится и Таджикистан, не могут самостоятельно решить проблему обеспечения населения чистой водой без помощи и поддержки развитых стран и международных финансовых организаций. Таджикистан занимает одно из первых мест в мире по запасам пресной воды на душу населения. В то же время больше половины самого населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. Согласно результатам исследования Всемирного банка, в 2016 году всего лишь 36% сельских домохозяйств в Таджикистане имели доступ к безопасной питьевой воде по сравнению с 87% городских домохозяйств. Более чем 1 из 5 жителей сельских районов используют поверхностные воды в качестве основного источника питьевой воды. Согласно официальной статистике, за 6 лет в лучшую сторону ситуация не изменилась. С 23 июня после двухгодичного перерыва возобновятся прямые рейсы по направлению Душанбе и Урумчи-Душанбе. Первый рейс выполнит китайская авиакомпания China Southern Airlines, сообщает Азия Плюс. Между тем, Китай изменил требования по перелетам в эту страну из Таджикистана. Граждане Таджикистана, направляющиеся в Китай, теперь должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 не за 3 дня, а за день до вылета, объявило посольство Китая в Таджикистане. Посольство отмечает, что новый порядок поездки в Китай вступил в силу с 19 мая 2022 года. В объявлении говорится, что при выезде из страны необходимо получить зеленый код, даже если вы летите через Китай транзитом. В случае отсутствия зеленого кода пассажир застрянет в стране транзита. Поэтому посольство КНР в Таджикистане рекомендует заранее посетить сайт китайского посольства в стране транзита, чтобы ознакомиться с порядком получения зеленого кода. Пассажиры, следующие рейсами из Таджикистана в Китай, должны заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья и пройти регистрацию на сайте. Для прибывающих в Узбекистан как граждан страны, так и иностранцев отменяется требование предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации, а также сдавать экспресс-тест на антиген. С 10 июня будут сняты все временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушным путем через приграничные железнодорожные станции и пограничные пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия со ссылкой на решение Республиканской специальной комиссии по борьбе с ковидом. В пресс-службе Кабинета министров Узбекистана уточнили, что это касается не только иностранных туристов, как пишет Минтуризма, но и всех, кто прибывает из-за рубежа, и граждан Узбекистана, и граждан других стран. В частности, отменяются правила, требующие предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации, а также сдавать экспресс-тест на антиген. Напомним, что ранее об отмене всех ограничений по коронавирусу на въезд в страну заявил Казахстан. Отборочный турнир Кубка Азии 2023 в группе F стартует 8 июня на стадионе имени Далона Амурзакова в Бишкеке. Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана. В стартовом матче национальная сборная Таджикистана сыграет со сборной Мьянмы. Встреча начнется в 16:30 часов по местному времени. Прямую трансляцию матча можно смотреть на телеканалах «Варзиш» и «Футбол».